Похищение как политический инструмент для властей России и Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, ожидать ли последствий и усугубления ситуации. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Принудительное возвращение или похищение оппонентов, как отмечают критики официального Душанбе, превратились в обыденную практику властей Таджикистана, которая не влечет особых последствий для политического режима. Список критиков душанбинского режима, загадочным образом оказавшихся в Таджикистане, в конце июля заполнили еще двое уроженцев Таджикистана с российским гражданством. Как мы уже рассказывали, Араз и Рамзи Вазирбековы после исчезновения в Москве через 2 суток оказались в руках правоохранительных органов Таджикистана, заявив, что приехали в Душанбе по собственному желанию. Еще несколько месяцев назад оба Вазирбекова на своих страницах в социальных сетях заявили, что опасаются за свою жизнь и за своей политической позиции. И если они окажутся в Душанбе, то это будет означать, что их похитили. Вазирбековы заверили, что получили российские паспорта в законном порядке и никогда ранее не привлекались к уголовной ответственности. Власти России и Таджикистана их появление в Душанбе не комментируют, но, как отмечают родственники, никаких процедур по лишению гражданства и решений суда о депортации в отношении Вазирбековых не было. Перед исчезновением они вылетели из города Екатеринбург в Москву, воспользовавшись своими российскими паспортами. Однако, как оказалось, в очередной раз ни отсутствие судимости и нарушений, ни наличие российского гражданства не могут защитить от преследования властей Таджикистана. Похищение Вазирбековых – это прежде всего унижение паспорта гражданина России и статуса российского гражданства. На фоне кампании раздачи российских паспортов в восточных районах Украины эпизод с похищением Вазирбековых выглядит как откровенная издевка и опасный прецедент. Ведь он показывает, что обладатели российских паспортов как минимум не равны между собой и что никто не может дать гарантии, что, например, бывшие граждане Украины, которые вдруг решат сегодня получить паспорт Российской Федерации, не могут быть однажды выданы Киеву. Фантастика, скажете? Вазирбековы тоже, наверное, так считали, пока их паспорта Российской Федерации не вытерли, сами догадываетесь, что. Пишет в своем телеграм-канале российский журналист и эксперт по Афганистану Андрей Сиренко. По аналогичной схеме, но с некоторым соблюдением российского законодательства, из России были депортированы в разные годы общественные деятели и правозащитники: Карамат Шарипов в 2017 году, Изат Омон в 2021 году, оппозиционный активист Максут Ибрагимов в 2015 году и другие критики режима Эмомали Рахмона, которые надеялись на защиту российского паспорта. Российская правозащитница, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина ранее в интервью отмечала, что как только кто-нибудь становится неугодным властям Таджикистана, то российские власти тут же им идут навстречу. Основания для лишения гражданства бывают совершенно невероятными. Был случай, когда человека задним числом развелись с его женой, чтобы лишить его российского паспорта, хотя супруги не подавали на развод. Кроме того, в законе о гражданстве появились разные возможности лишения гражданства. Например, за то, что гражданин сообщил заведомо ложные факты, когда он обещал соблюдать законы и конституцию, но потом это нарушил. Это довольно странно, отмечает Ганушкина. Такие решения, по ее словам, принимаются довольно быстро и рассчитаны на то, чтобы человек не успел их обжаловать. Вопрос о гражданстве регулируется Всеобщей декларацией прав человека, принятой в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН. Пункт 15 этого документа гласит: никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. В настоящее время в России действует закон, согласно которому лишать гражданства можно осужденных по террористическим и экстремистским статьям, в том случае, если оно досталось им не по праву рождения. На тех, кто получил гражданство по рождению на территории Российской Федерации, этот закон не распространяется, и ни в каком другом случае эту категорию лишить гражданства нельзя. А как вы относитесь к такой ситуации между Таджикистаном и Россией? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Политолог из Душанбе на условиях анонимности из-за опасения за свою безопасность в интервью отметил, что Россия очень часто использует диссидентов из стран СНГ для того, чтобы надавить на соответствующие власти и избавляется от них, как только добивается своего. Россия фактически ушла с международного правового поля и уже на грани того, что будет объявлено государством, спонсирующим терроризм. Поэтому вряд ли стоит ожидать последствий. В Москве уже не смотрят на то, что говорят международные организации о них. Но тем не менее, эти факты закрепят за Россией имидж страны, не способной защитить своих граждан, полагает собеседник. Правозащитница Валентина Чупик отмечает, что с юридической точки зрения в России
России есть такие механизмы, как прокуратура, Совет по правам человека при президенте, Уполномоченный по правам человека. Но с практической точки зрения они не работают и не имеют желания иметь субъективность. На постсоветском пространстве КГБ с любыми новыми названиями вызывают у всех властных и привластных структур полный паралич, говорит Чупик. Родные Вазирбековых отмечают, что уже написали соответствующее заявление во все компетентные структуры России, но конкретного ответа еще ни от кого не получили. По данным правозащитных организаций, за последние 10 лет десятки критиков Душанбе были похищены и насильно возвращены на родину. Официальные власти такие обвинения в свой адрес не признают и чаще всего заявляют, что лица по собственному желанию приезжают в Таджикистан. Оппозиционный политик Шариф-Фидин Гадоев, имеющий политическое убежище Нидерландов, в 2019 году был похищен в Москве и доставлен в Душанбе. Однако из-за прецедентного давления власти Таджикистана были вынуждены выпустить его обратно в Европу. По словам Гадоева, власти Таджикистана не хотят идти по пути исправления. Вместо этого силой пытаются заставить массы замолчать. Все государства, которые защищают демократические ценности и права человека, сегодня заняты Украиной. И этим очень умело пользуются власти Таджикистана, избавляясь разными путями даже от тех, кто представляет угрозу в перспективе, говорит Гадоев. Таким образом, власть, отмечает оппозиционер, расчищает политическое поле от всех неугодных, чтобы беспрепятственно завершить транзит власти. По данным МВД Российской Федерации, среди стран, граждане которых чаще всего получили российские паспорта, Таджикистан был на втором месте после Украины. Российский паспорт только в 2021 году получили более чем 103 тысячи таджикистанцев. Для одних российские паспорта являются средством улучшения своего положения, другие надеются получить защиту и чаще всего ошибаются. А как вы относитесь к властям России и Таджикистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!